Завод «Технопарк» Сердало в Малгобеке простоял около 6 лет и не производил никаких изделий. Оборудование не запускалось еще дольше. Теперь есть шанс, что все наладится. Инженеры из Самары, работающие в компании «Энергостандарт», налаживают работу предприятия, начиная с настройки роботов и запуска конвейера. Оборудование немножко отличается от нашего, что у нас на заводе. У нас немножко постарее, здесь оно более новое. Не все, но некоторые части более новые. Вот. И получается, что приходится пробовать прямо здесь и сейчас, прям методом проб и ошибок, какие-то моменты на ходу решать. Вот. С принтером, с тем уже более-менее разобрались, он уже готов. Вот с расстановщиком светодиодов мы пока немножко воюем. Надеюсь, я уверен, что у нас все получится. Эту линию тоже настроили, печь запустилась, тоже все работает. То есть прям готово все на 95%. Завод был построен в декабре 2016 года в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия». Однако с октября 2019 года его деятельность была приостановлена из-за отсутствия финансирования. Глава региона Махмуд Али Калиматов обратил внимание на неэффективное использование технопарка Сердало и поставил задачу перезапустить производство светодиодных изделий, что могло бы создать как минимум 80 рабочих мест для жителей. Я думаю, что это полностью здесь будет живой организм. Год-два будет здесь живой организм, здесь будет очень много народу. Я знаю, надо начать. А поддержка вам есть, и руководство республики, и правительство. Запустить завод оказалось непросто, многие инвесторы не видели перспективы, не могли разобраться и с высокотехнологичным оборудованием. Реанимировать завод взялся Северокавказский топливно-энергетический колледж под руководством директора Мустафы Цурова. Мы просчитали варианты функционирования этого предприятия. Вы знаете, мы собираемся здесь прямо на предприятии, у нас будут теоретическую подготовку студенты проходить и в то же время практическую работу производить. То есть до обеда теория, после обеда практика. Глава республики пошел нам навстречу, и сегодня мы делаем один из шагов по реанимации этого предприятия. В ближайшее время попробуем первую партию выдать нашей продукции, нашей ингушской продукции. И в то же время у нас будет и теоретическая, и практическая подготовка. В ближайшее время и город Малгобек, налоговые платежи пойдут. И программу развития учебно-производственных комплексов в Российской Федерации, я надеюсь, что республика будет одним из флагманов. Потому что я понимаю опасения правительства, главы республики, такое мощное предприятие с мощным потенциалом, учебное заведение. Так, неспроста это решение родилось, но на сегодняшний день мы постараемся оправдать доверие. Для реанимирования завода было заключено соглашение с генеральным директором группы компании «Энергоспецстрой», главным поставщиком светодиодной продукции для РЖД Виктором Афониным, который лично приехал из Самары для наладки производства. Настройка данного станочного парка происходит в течение только 2 суток. В течение ближайшей недели все будет достроено и запуск полностью произведен. Это не то что предположение. Это однозначно. Скорее всего, запуск произойдет полный, быстрее. Я просто беру срок более длительный, только исходя из каких-то окажутся нюансы. Несмотря на наличие оборудования, способного производить даже смартфоны, инвесторы и руководство завода ставят перед собой минимальные задачи – наладить выпуск 2 типов светодиодных ламп. Инженеры из Самары активно работают над этим. Производство полностью готовой печатной платы начинается с конвейера, с загрузчика. То есть, по идее, здесь их сейчас мы накладываем, сколько-то там десяток плат, все их подготавливаем. Дальше они проходят в принтер сюда для того, чтобы на каждом месте, на каждом светодиоде была под ним паста. Мы же не паяльником припаиваем, то есть здесь же автоматизировано, то есть через печь, в печке будет паста расплавляться, светодиод припаиваться. То есть это не ручная работа. И на каждое это свое место принтер через трафарет намажет пасту. Эти места, которые будут уже с паяльной пастой, этот расстановщик на каждое свое место поставит светодиод.
Вот они, светодиоды. То есть может сразу по 6 штук брать. Даже вот на этом у вас на новом вот этом расстановщике 6,6, 12 диодов, в принципе, вы можете за раз поставить. То есть скорость печати здесь, огромная просто. Объемы работы может большой выполнять. И вот он по порядку все вот эти светодиоды расставит. То есть плата будет уже подготовлена для дальнейшего припаивания светодиодов. То есть это дальше, в следующую секцию, сейчас вот в паяльную печь. Вот тут много камер, в каждой камере индивидуально ставится температура, согласно как характеристикам паяльной пасты. То есть, видите, она сначала с меньшей идет на большую, и потом остывание идет опять меньше. И вот плата будет идти через эти вот несколько камер, сколько тут, порядка десятка их. И будет она плавиться, и потом светодиод в конце припаяется, и печатная плата будет полностью готова. Останется ее только разрезать, проверить и распаять на светильнике. В другом цехе ведется подготовка к производству второго вида ламп, где не обойтись без ручной работы. Топливно-энергетический колледж отправил на стажировку в Самару около 60 студентов, которые уже получили практические навыки. Они будут первой группой рабочих, которые начнут собирать продукцию. Эти ребята месяц стажировались в самарском заводе, где каждый из них смог хорошо подзаработать. При запуске ингушского завода их заработок будет не меньше. Такому раскладу будущий персонал только рад. Сама стажировка прошла отлично. И здесь работать, по сути, вполне не составит труда абсолютно. За 9 лет оборудование завода осталось в исходном состоянии, и его возможности практически безграничны. Технопарк может запустить несколько видов производства, включая уникальное выращивание светодиодов химическим путем, что является большой редкостью для России. Плюс здесь могут производить термопасты и многое другое. Светодиодных ламп, они нам востребованы, нужны. А вот термопаста, она применяется во многих местах, а производится у нас в России, по-моему, в 2-3 местах. У нас даже рассматривается вопрос подписания договора с Волжским автозаводом, так называемым Тольяттинским, и часть их фар, ихних, или же там других освещательных ихних агрегатов, приборов, выпускать у нас в заводе, потому что завод это себе позволяет. 3D-принтеры необходимые данного вопроса у нас есть. Мы то, что будем производить, это будет намного раз прочнее, надежнее и долговечнее. Поэтому первое время нам надо будет доказать это. Ингушский технопарк Сердало имеет потенциал стать важным игроком на российском рынке, замещая импортные товары местной продукции. На первом этапе планируется сформировать штат из 70 человек. Однако при полной мощности завод может обеспечить от 250 до 400 рабочих мест. Это станет значительным вкладом в экономическое развитие Ингушетии. Глава региона Махмуд Али Калиматов активно поддерживает проект, понимая важность для местного населения и экономии. Мы все свидетели того, насколько активно, динамично развивается республика. Соответственно, появляются новые улицы, строятся дома. Соответственно, остро стоит вопрос хорошего освещения. Я думаю, что в ближайшие полгода работа должна дать результат, что все, что связано в рамках освещения, все, что связано в рамках того, чтобы обеспечить комфортное проживание жителей, которые заселяются в новые микрорайоны или в дома, мы в скором времени должны перестать покупать и обычные кобры, как на простом языке сказать, и лампы, которые дают именно сохранение энергии. Это мало, такой есть термин, который экономит именно электроэнергию. Соответственно, мы выйдем на то, чтобы у нас каждый житель республики имел через фирменный магазин этого завода, чтобы они могли покупать эту продукцию, которую производит этот завод. Уже под вечер инженеры, которые долго разбирались с оборудованием, наконец смогли запустить расстановщик светодиодов и запустить конвейер. Это их первая победа. Осталось думать о реализации продукции. Перезапуск завода светодиодных ламп в Малгобеке – это не только восстановление производства, но и возможность для жителей республики получить рабочие места и стабильный доход. Успешная реализация этого проекта станет важным шагом вперед для Ингушетии, открывая новые горизонты для экономического роста и развития региона. Адам Гулоев, Молодгири Ахильгов, Магаз 24.